Ребята, здравствуйте. Юлия, может, мы сейчас проверим звук и камеру? Юлия, вы с Да, нами? здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Ульяна. Сегодня Здравствуйте. буду Вас как вести, зовут? да, Ульяна. Ульяна. Очень Да. приятно. Сегодня вы Я будете просто, проводить, да? да, у меня, получается, презентация будет с аккаунта вот Zoom Юлия, да, Ага. получается, а звук и видео у меня вот с телефона. Отлично. Хорошо. Мгм. Тогда у нас Поэтому еще можно, есть, наверное, да, у передать нас с есть 3 минуты. организатора. Ага. Мы еще подождем, ребята подключаются, но если коротко, то 109 детишек у нас подключены из 6 муниципалитетов и города Якутска. Они вот уже Мгм. 5-й день сегодня у нас проходит такую вот прокачку, да, вот. И Мгм. завтра у нас будет еще программа небольшая, вот. Так Мгм. что я Отлично. думаю, что ровно вовремя можно начать знакомиться и же начать. Мгм. Хорошо, спасибо. Да, можно вот про вас, организатора, аккаунту Юлия Да, ЦОП. Ага. так, права Оттуда вам будет предоставлено. презентация. Да. Мгм. Мгм. Хорошо. Хорошо. Сейчас еще минуточку и начну.
Давайте начнем. Хорошо, мне нужны права соорганизатора для демонстрации презентации. Юлия Цоп, вот компьютер. Вы можете это сделать. Можем, да, хорошо, спасибо. Так, ага, сколько у нас участников? Можете ли подключить видео, ребята? Сегодня у нас с вами будет тема, мы с вами поговорим о мире будущего, о профессиях будущего, которые нас ждут, да. Меня зовут Ульяна, я работаю профориентологом в Центре опережающей профессиональной подготовки. И если вкратце обо мне рассказать, да, то у меня такой очень интересный образовательный путь получился, потому что я сначала училась в педагогическом институте, и так случилось, что у меня еще по программе обмена, да, получилось учиться за границей в Китае. Знаю китайский, английский, русский, якутский, да, приятно со всеми познакомиться. Итак, ребята, что вы слышали о мире будущего, каким он будет, какие у вас представления, какие мысли по этому поводу, можете написать в чате, да, либо же поделиться, включив звук ваш. Здесь есть кто-нибудь? Это очень странно, просто в пустоту говорить. Так. Можно какую-нибудь обратную связь, если вы здесь, меня слышите, видите, можете ли поставить плюсики в чате? Ага, никого не слышу. Можете ли подключить звук, видео? Ага. Да, добрый вечер. Вот, Аня Конский, ЦПДС, Николаева. Здравствуйте. Хорошо, отлично, хоть кто-то есть. И давайте подумаем, каким будет мир будущего, ребята. Что вы думаете? Какие у вас мысли по этому поводу? Хотя бы 1-2 ответа в чате, либо можете подключиться со звуком. Тишина, ребята. Слышно, слышно. Ну, слышно, но я же задаю вопрос. Что вы слышали о мире будущего? Каким он будет? Каким будет мир будущего, что вы думаете? Активнее, ребята, не стесняемся. Что? Ага. Вам видна презентация? Нет. Или да? Ага. Сегодня мы будем говорить с вами о мире будущего, о профессиях будущего, да? Поэтому, пожалуйста, поделитесь со мной, что вы слышали о мире будущего и каким, думаете, оно будет в будущем, наш мир. Какие у вас мысли? Мне важно понимать, что вот даже если вы стесняетесь что-либо говорить, да, можете просто плюсиком отметиться то, что вы слушаете, да, чтобы я понимала, что здесь есть ребята, которые меня слушают, могут принять активное участие, такой интерактив будет, да? Угу. Так, потом. Никто не хочет поделиться? Написать в чате? Нет, ладно.
И давайте тогда. Интересные факты, да, знаете ли вы, что до 2030 года у нас появится где-то 186 новых профессий, да, до 2030 года исчезнут где-то 57 профессий. Почему это важно, как вы думаете? И сколько всего профессий в мире существует, на ваш взгляд? Сколько думаете? Потому что Мгм. Мгм. А сколько Хиралдиллер. всего хирагаддиллер диханыгында? Ага. Ага. Антон, хас сир бу дугада холобара хас профессия бар болу диханыгыны? Регистрациялау Барта. Барта касар тыынча или касары 500 Мгм. Агухан тыгынча где-то профессия бар, хэ? Агухан тыгынча. Олай бурдук сылын айы олар ятура. Сүйс агухан орта хаңа профессия калейден, холобара хорох профессиялар эргереннер уже ахаллар деньги. Он билген булана краки видеоролик корюхайн, возможности ден взгляд в будущее. Так, сейчас включу. Мгм. Так. Тут нету рекламы Ростелекома, да, просто это видео про будущее. Так, совместный доступ к звуку. Видео видно, да, вот. Да. Мгм. Хорошо. Звук слышите, да? Звук плохой. Мгм. Так, демонстрация. Истебит. Мгм. Звука не слышно. Мгм. Так, почему звука, интересно, не слышно? Мгм. Ну, в общем, там видеоролик про то, что нас ожидает в будущем, да, например. Так, про то, какие изменения будут у нас в мире, про то... Так, это убираем. И давайте, вот что влияет, да, на изменения в будущее. Это глобализация. Как вы понимаете, что такое глобализация? Мгм. Так, где у меня тут чат? Никто не... Мгм. Так, также влияет цифровизация, то есть очень много информационных технологий, очень много развивается, большие предприятия появляются, да, и очень много информации в мире. Также автоматизация. Скоро, в скором времени, наверное, люди перестанут работать, да, и получается, все будет уже автоматизировано. Влияет также рост требований к экологичности, то есть нужно обязательно с пониманием, со всей вот ответственностью, да, именно относиться к тому, что мы потребляем, да, и что мы расходуем. Так, и экологичное мышление, да, также рост скорости изменений. То есть вы, наверное, заметили, что очень-очень постепенно, вот очень быстро, точнее, все меняется. Например, когда я была маленькой, не было никаких сотовых телефонов, мобильных, вот интернета даже не помню, да, чтобы было. Мое время, мое детство разговаривали вот с домашних телефонов, поэтому рост скорости изменений очень быстрый. Итак, давайте мы с вами приступаем вот к тесту профессии будущего. Да? Сколько профессий ты знаешь? Для этого мне обязательно нужно, чтобы вы открыли сейчас свой чат и писали ответы в чате, хорошо? Итак, давайте посмотрим. Угу. Первый вопрос.
Этот человек создает концептуальное решение для виртуального мира, философию, законы природы и общества, да, правила социального взаимодействия. Мгм. Итак, выбираем вот архитектор виртуальной реальности – это 1, дизайнер виртуальных миров – это 2, IT-консультант – это 3, 4 – это дизайнер эмоций. Как вы думаете? Вот ответ 1 есть, 4, хорошо. Вы думаете, что это дизайнер эмоций. Угу. Есть еще ответы. Отправляйте свои варианты. Для виртуального мира, да, создает концептуальные решения. Философия, законы природы, день общества, правила социального взаимодействия. Да, вот ответы получаю. Молодцы за активное участие, спасибо. Так, 3, 3, 1 или 1, да, Василия Ивановна поменяла ответ, хорошо. Так, еще какие варианты, ответы? Интересно узнать ответ. И, да, красный, хорошо. Дизайнер виртуальных. Сейчас меня слышно, да? Угу. Хорошо, 1 ответ сразу есть. Так. Ага. Он работает психологами, инженерами для создания инструментов поиска, обработки, распространения информации в сети, да? Угу. Синий ответ, то есть это Big Data, да? Хорошо. Еще какие варианты ответов? Это все профессии будущего, 2. ребята. Угу. 2, хорошо. Администратор социальных сетей, думаете, ага. Еще варианты? 4. Красный. Мгм. Так, и красный за все варианты думаете, да, хорошо. И это у нас разработчик медиапрограмм называется эта профессия, да? Хорошо, идем дальше. Специалист, который собирает арт-группы, творческие группы, да, для реализации конкретного творческого проекта. Как вы думаете, кто это? Красный. Мгм. Оператор творческого взаимодействия, хорошо. Зеленый. Мгм. Эксперт группы творческих объединений, 3. IT-куратор. Мгм. За второй вариант тоже куратор коллективного творчества. Мгм. 3. Хорошо, 3 IT-куратор. Итак, сколько всего? Ну, кажется, за 3 было много вариантов, да? Или это один тот же человек говорил? И это у нас вариант номер 2. Куратор коллективного творчества. Мгм. Нужно запомнить, ребят. Так, следующее. Это у нас разрабатывает и внедряет технологии многократного использования материалов, технологии безотходного производства. Как вы думаете, 4. кто это? Хорошо. Системный инженер композитных материалов. Мгм. 1. Мгм. Первый. За первый и 4 вариант, да, вот вижу, второй вариант ответили.
первый. Мгм. Там, кажется, несколько третий. Мгм. Так, уже за все варианты ответили, да? Мгм. Технолог. Хорошо. Это у нас, да, технолог, recycling технолог. Recycling по-английски слово перерабатывать, же, да, в принципе, как подсказка была. Так, следующий вопрос, это у нас профессия, человек, который оценивает, проектирует жизнь человека с точки зрения всех возможных рисков и их предотвращения. Как вы думаете, это у нас кто? Дистанционный координатор безопасности, проектировщик личной безопасности, дизайнер, эргономист носимых устройств для безопасности или это сетевой юрист? Чуть-чуть сложнее, да, в этот раз? Мгм. Наверное, второе. Мгм. Хорошо. В принципе, да, логично, да, проектировщик личной безопасности, который как раз оценивает, проектирует жизнь. Хорошо, сейчас проверим. Еще какие варианты? Второй вариант. Мгм. Второй. Все за второй. Хорошо, но сейчас проверим. Итак, это у нас правильно. Второй вариант, да? Так, еще у нас были вопросы. То есть это профессия. Человек контролирует ход разработки и поиск новых месторождений с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мгм. Как вы думаете, кто это? Координатор разработки месторождений, либо же инженер роботизированный, 4, думаете, да? Оператор БПЛА. 3. БПЛА это... Мгм. БПЛА это у нас беспилотный летательный аппарат. Мгм. Хорошо. И, конечно же, это оператор БПЛА. Мгм. Так, устанавливать дорожное адаптивное покрытие, разметку, дорожные знаки и радиочастотной идентификацией, да? Кто это думаете? Это может быть строитель умных дорог, это может быть оператор кросс-логистики, инженер по безопасности транспортной сети или же архитектор интеллектуальных систем управления. Это последний вопрос. Угу, третий. Первый. Мгм. Хорошо, строитель умных дорог. И давайте посмотрим ответ. Это у нас, да, первый вариант. Строитель умных дорог. Мгм, отлично. Итак, ребята, мы посмотрели, да, наши будущие профессии. Так, давайте я с вами еще поделюсь. Мгм. Ой, тут уже совсем другое пошло. Ага, вы, наверное, все слышали про проект «Билет в будущее». До этого моя коллега Юлия тоже вам рассказывала, да, про этот проект. Это очень такой интересный профориентационный проект для детей 6 по 11 классы. И здесь есть очень хорошая примерочная профессия. Вы можете пройти, вот, да. И очень простой алгоритм. То есть сначала вы выбираете предметы, которые вам нравятся, что вам больше подходит, да, какая работа вам интересна, и как раз-таки вот примерочная. И давайте, может, кто-нибудь из вас хочет попробовать, может вместе со мной сейчас пройти вот этот, примерить профессию. Кто хочет, можете подключить звук, присоединиться. Там всего лишь 3 вопроса. Какой любимый предмет, что интересно, и, в принципе, все. Какой класс еще? Угу. Кто хочет присоединиться? Давайте посмотрим. Я. Хорошо. Какой Я. класс? Какой класс? Давайте. Студент. Ага. Студент. Закончил школу, да? Я. Да. Я. Мгм. Я хочу. Ага, хорошо. Хорошо. После того еще раз попробуем. Ага.
Важно выбрать от 10 до 17 параметров и какие школьные предметы тебе нравятся, что больше всего тебе подходит из вот этого. Можешь несколько назвать. Физра. Физра, да, физкультура. Мгм. Еще? Все. Это кто выбирает? Я запуталась, хорошо. Еще? Можно я выберу? Хорошо, давайте. Давайте все вместе выберем, Технология. посмотрим. Мгм. Технологии это вот у нас. Все, да? Можем идти дальше. Так, какие условия работы вам больше подойдут? Ага. Какие условия работы вам больше подойдут? Это вам нравится, когда есть четкие правила, требования, либо же нету вот ограничений и рамок. Хотите работать один, работать в команде, быть на публике, частые разъезды, может, интересные. Возможно, вас интересует работа с риском для жизни, здоровья, да, работать на природе, с клиентами, руками, да, решать интеллектуальные задачи. Какие варианты выберем? Риска для жизни и здоровья. Ага, хорошо. Еще какой хотите интересен вам? Технология, физика, не физика. Мы уже прошли, мы уже в условиях работы. Работа по Все, команде. давайте. Да, вот. Мне тоже так кажется, что работа в команде, да. Угу. Так, цели и ценности. Что вам больше вот подходит, да? Вы хотите влияние, известность, помогать людям, развлечения, свобода, независимость, комфорт, безопасность, творчество, саморазвитие или же редкая работа вам интересна? Помочь людям и людям. Мгм. Вы также можете перейти на этот сайт потом, да, самостоятельно и выбрать свои категории. Но давайте просто как для примера мы с вами сейчас просто вот поставим, какие есть, да, общительность, усидчивость. И вот смотрите, внизу вы выбрали 12 параметров, да, видно. Нужно обязательно выбрать от 10 до 17. У нас, в принципе, подходит. Кто я нажимаю. И вот выходят все профессии, которые могут подойти нам, да, то есть вот нам может обязательно вот подойти по тем параметрам, которые мы выбрали, инженер по пожарной безопасности. И вот видите, соответственно, 53%, 50%, вот очень много разных профессий, да, диспетчер спасательных служб, пожарный, может, какие-то есть новые профессии будущего, да, давайте посмотрим. Так, вот, проектировщик 3D-печати в строительстве даже, да, дизайнер космических объектов, очень интересно. И самое главное, ребята, здесь вы можете зайти, нажать «Узнать больше». Угу. И получается, инженер по пожарной безопасности рассказывает вам, чем он занимается, да. Вы можете прочитать этот текст, каждый день, какие у него обязанности. Тут есть интересный факт об этой профессии, карьера, где можно устроиться по этой профессии. И тебе будет интересна моя профессия, если вот кому будет интересно, да, если ты быстро принимаешь решения, если ты не пропускаешь в школе занятия физкультуры и ОБЖ. Угу. Очень хороший, интересный сайт. Также, ребята, вот в разделе для школьников есть профессии будущего. Все заходим вот на этот каталог профессий будущего. Так, вам видно, да? Угу. И смотрим. Все вот фильтры по профессии есть, они все разделены на сферы, да, комфортная сфера, индустриальная, деловая. И вот, например, заходим на умную среду, да, то есть тут есть у нас 10 профессий будущего, разработчик роботов, нанотехнолог, игропедагог, да, инженер-разработчик в области интернета вещей, очень много, потом заходим. Сейчас все же учатся онлайн, и эта профессия очень сильно развивается, например, да. Есть информация о профессии, есть видео о профессии.
кому может подойти, также что должны знать и уметь, да, ребята, которые хотят быть онлайн-педагогами, где можно учиться по этой профессии и чем занимается специалист, где можно работать, коротко о главном, да, вот. Очень много подробной информации для вот, изучения. Давайте я вам сейчас в чате напишу сайт этот www.info.ru. Угу. Можете по нему переходить, смотреть. Потом, смотрите, вот фильтры есть, и по средам все разделено. Вот деловая среда – это у нас сетевой юрист, майнер криптовалют, специалист по финансовым технологиям. Так, кому что интересно, что вам интересно посмотреть сейчас? Угу. Всем все понятно, да, ребят? Чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть, хорошо. Но это такая информация для самостоятельного изучения, потому что каждый заходит в свою среду, которая ему больше подходит, да, и находит интересные профессии будущего. То есть вы можете заранее знать, если вы, например, хотите стать вот, дизайнером, то не просто дизайнер, да, есть у нас, есть дизайнер виртуальной среды, да, дизайнером бывает очень много разных вот видов, да, дизайна. Угу. Так, может, есть у вас вопросы какие-либо? У нас, в принципе, скоро все подходит к концу. Было ли интересно? Узнали ли про новые профессии будущего? Ага. Также есть вот такой каталог «Атлас новых профессий», да? Вы можете посмотреть, какие профессии появятся в будущем на этом сайте. Ну вот интересно, да, в разделе «Медицина», IT-медик. Что такое IT-медик, как вы думаете? Точнее, уже она вот появится до 2020 года, значит, уже работают IT-медики. Это специалисты с хорошим знанием информационных технологий, да, создают базы физиологических данных и управляют ими. Так, потом вы можете также переходить, и вот, если в другие культуры, да, личный тьютор по эстетическому развитию. В принципе, очень много информации по профессиям будущего. Угу. Так, может, у вас есть вопросы? Угу. Вопросов нету, да? Нет. Ага. Тогда у нас... Ага. Что? Не слышно. Үләген туттарыргар ханныга үттүгү предмет үйртек кынады да. Канны гуляга туттарырга дей. Ота ханнык бары. Предметы үйртек ханада дей. Для любой профессии нужно освоить обязательные предметы в ладе. Тох полоху бараны, ян? Бомуш индим. Посерьезнее. О чем думаешь? Какие профессии, какое направление интересно? Спорт, возможно, да? Боксер. Возможно, вот, спортом занимаешься, значит, и здоровая среда. Давай посмотрим. Или это больше... Угу. Ну, тут нету такого, но, в принципе, можно изучить именно в спортивной сфере. Очень хорошо, что занимаешься спортом. Молодец. Угу. Спасибо. Угу. Так. Кто у нас еще?
Ресурсный центр, организатор один. Вы тут, да, еще? Мгм. Да, мы Еще здесь. какие Ага. вопросы есть? Ага, ага. У нас, в принципе, по программе у меня все. Ага. Может, какие-то еще вопросы, какие-то, может, интересные. Я работаю в Центре опережающей профподготовки как профориентолог. Профориентолог как раз помогает ребятам определиться с будущей профессией. Мгм. Ульяна, спасибо большое. Мгм. Было очень Хорошо. интересно. Вообще Центр опережающей профессиональной подготовки с нами уже сотрудничает второй раз, с нашими детишками, с нами, поэтому нам очень интересно, поэтому мы думаем, что как раз-таки по итогам еще и ребята получат результаты профдиагностики, правда ведь, и будет уже интересно смотреть, у кого какие склонности, у кого какие интересы, и вообще соответствует ли то, что вы получите в результате диагностики с вашим именно личным внутренним ощущением, да, что вас интересует и что вам нравится. Вот. А сейчас мы прерываемся буквально на 15 минут, даже больше, да? На 15 минут, и как раз-таки ровно через 15 минут нас ждет наш эксперт, друг по финансовой грамотности.